уважаемые эксперты. Меня зовут Николаев Кенчер, и я ученик 9 класса Хасынской средней школы имени Болот-Батура. Тема моего доклада – это частная школа Кустуревского в Хасынском наследии Чурапчинского улуса. В прошлом году мы писали исследовательскую работу о наших находках и о том, что эти находки могли принадлежать Кустуревскому. В этом году мы продолжили наше исследование. Нам кажется, что актуальность этой темы заключается в том, что нынешние и будущее поколения должны знать историю своего родного края, в том числе и историю его просвещения. Мы знаем историю нашей школы, а истории просвещения нашего наследия до этого периода практически никто не знает. А ведь наше село является одним из старинных наследников Чурапчинского улуса. В этом году ему исполнилось 185 лет. И, несомненно, в нашем наследии и до открытия советской школы были грамотные люди, и они где-то получали образование. Цель изучения истории просвещения хасынского наследия Чурапчинского улуса. Задача, во-первых, изучить историю образования Якутии и Батурского улуса с конца XIX века до начала XX века. Во-вторых, опираясь на материалы музеев, архивов и местных материалов, собрать материал о Кустуревском и его частной школе. В-третьих, на основании полученных материалов оформить исследовательский доклад. Новизна состоит в том, что до этого момента никто не занимался изучением истории просвещения хасынского наследия до революционное время. Гипотеза. Мы предполагаем, что частная школа Кустуревского стала началом истории просвещения хасынского наследия и внесла свой посильный вклад в его культурно-просветительском развитии. На первом этапе изучены научный труд Афанасьева, школа и развитие педагогической мысли в Якутии, интернет-ресурсы и местные материалы. На втором этапе нашего исследования мы работали с Национальным архивом Варшавы, Национальным архивом РЦИА, Национальной библиотекой РЦИА, Черскевским мемориальным музеем, Вытокюрским литературно-художественным музеем-заповедником, Чурапчинским музеем истории и этнографии. С помощью сотрудников Национальной библиотеки нам удалось найти газету «Эдер Коммунист» от 10 октября 1969 года и научные труды Афанасьева «Школа и развитие педагогической мысли в Якутии». На 79-й странице книги «Школа и развитие педагогической мысли в Якутии» мы нашли информацию о педагогической деятельности Кустуревского в хасынском наследии и ссылку на архивный документ. В декабре 2019 года для установления личности Кустуревского мы сделали запрос в Национальный архив Варшавы и получили ответ, в котором они в свою очередь попросили предоставить данные о человеке, а именно имя, фамилию, дату и место его рождения. В сентябре прошлого года нами сделан запрос в Национальный архив РЦИА о предоставлении документа, на которого сделал ссылку Афанасьев. В октябре мы получили архивный документ, датированный 6 марта 1878 года. Это была докладная жителей Батурского улуса, инспектора народных училищ Якутии. Перед нами стояла задача, в каком же доме мог жить и открыть свою школу Кустуревский. Нами проведены исследования местности над озером Кемкюльки на южной окраине села Хатлы, где были найдены старинные предметы, пуговицы с изображением пеликана, сибирская монета 1767 года, номиналом 10 копеек, и корсо с надписью «Ку». Далее нами было проведено исследование местности, в результате чего нами были обнаружены десятки фундаментов юрт и мучаджета. На месте, где были найдены старинные предметы, мы обнаружили фундамент удлиненной юрты с размером 13 метров в длину и 7 метров в ширину, со следами 2 печек каменьков. Выводы. Во-первых, первый ученый-исследователь народного просвещения в Якутии Афанасьев объективно утверждал, что школы полицейных 18-20 веков стали историко-культурным феноменом развития образования в Якутии. В Батурском улусе, в одном из крупнейших улусов, работали лишь 2 начальные школы. Полицейные, жившие и обучавшие детей в Чурапче, внесли большой вклад в просвещение Батурского улуса. Во-вторых, запись из дневника Николая Савича о том, что в 1875 году в хасынском наследии свою частную школу открыл ссыльный Кустуревский, полностью подтвердился архивными документами, полученными из Национального архива РЦИА и Национальной библиотеки РЦИА. Также из этих документов мы получили полное имя и отчество Кустуревского и сведения об его образовании. Таким образом, наша гипотеза полностью подтвердилась. В-третьих, Кустуревский с 1875 года по 1880-е годы мог жить и учительствовать на местности над озером Кемкюльки, на окраине села Хатлы, что подтверждается найденными старинными вещами и фундаментами старинных строений. Перстень с надписью «Ку» вполне мог принадлежать Кустуревскому. В-четвертых,
До открытия советской школы несколько детей хатынского наследия учились в Чурчинском одноклассном училище. К сожалению, нам пока не удалось установить, кого Кустаревский обучал грамоте. Но мы полностью уверены, что дети, которым он дал образование, внесли свою лепту в развитие хатынского наследия, Батурского улуса в целом, может быть, даже Якутии. Спасибо за внимание.